Кыргызстан для Яндекса — это очень приоритетный рынок, один из самых приоритетных, я бы даже сказал. Конечно, цена не может расти бесконечно, просто потому что, опять же, да, цена зависит от спроса. Заговорили, я прям представил, как кто-то на горе вызывает, пикник устраивает у себя. Классная идея, на самом деле. Мы обязательно об этом подумаем, но сейчас нет. Сейчас с собой приложение, которое всегда у меня переведено на кыргызский язык. Вот. Сегодня в нашей студии репортер KG, руководитель Яндекс Кыргызстан Тилек Сулайманов. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, сколько на данный момент уже сервисов от Яндекса работает в Кыргызстане? Какие наиболее популярные и какие, на ваш взгляд, самые перспективные в развитии? Отличный вопрос, потому что у нас в Кыргызстане работает уже больше 13 сервисов. Самые популярные из них — это такси, доставка еды, доставка разных посылок. А еще вот недавно мы запустили для клиентов корпоративных больших компаний возможность размещать рекламу прямо в приложении. Какова зона покрытия по стране, где уже есть такси, курьерская служба и самокаты? Такси сейчас работает в 14 городах. Доставка еды и доставка посылок работает в самых крупных городах Кыргызстана. Осенью мы запустили в Караколе доставку еды, чтобы людям было, знаете, удобно кататься на лыжах, а вечером, возможность заказать еду. Просто потому что мы делаем сервис для людей в первую очередь и делаем его таким, чтобы было удобно воспользоваться и решать ежедневные задачи. Заговорили, я прям представил, как кто-то на горе вызывает, пикник устраивает у себя. Почему нет? Это на самом деле очень хорошая идея и возможность. Наверное, самый такой животрепещущий вопрос. Как происходит ценообразование тарифов, учитывая, что Яндекс фактически является монополистом в сфере такси в стране? Ценообразование зависит от минимальной стоимости. Есть базовая стоимость, которая состоит из расстояния, времени в пути и которая, скажем так, прибавляется коэффициент повышенного спроса. Это есть динамическое ценообразование. Я думаю, у вас будет точно следующий вопрос, касающийся динамического ценообразования. Да, конечно. Это временная мера, которая призвана привлечь больше водителей на линию, потому что динамическое ценообразование не зависит ни от пробок, ни от погодных условий. То есть, допустим, если идет дождь, это не значит, что из-за дождя цена повысилась. Просто потому, что в этот момент больше людей хотят уехать, а машин на линии не хватает. И поэтому это временная мера, призванная привлечь больше водителей на линию, чем обычно. И дать возможность всем пользователям уехать, получить машину и добраться до дома. Есть ли потолок этой самой цены или система его может поднимать до бесконечности? Конечно, цена не может расти бесконечно, просто потому что, опять же, да, цена зависит от спроса. Приведем простой пример. Условно, у нас есть 100 водителей и 100 пользователей, которые хотят уехать. В какой-то момент количество пользователей растет, желающих уехать. И мы же не можем, например, рассадить по 2 человека в машину. То есть этих людей никак не рассадить и не предоставить им возможность уехать в данный момент. Поэтому система работает таким образом, чтобы привлечь больше водителей. Насколько дороже стали поездки в Яндекс.Такси по сравнению с прошлым годом по вашей статистике? Если мы посмотрим на эффективную стоимость минуты, то она выросла всего на 6% по сравнению с прошлым годом. При этом инфляция официально составляет порядка 9%. Поэтому мы здесь цена подросла в рамках уровня инфляции. Сейчас государство активно взялось за вывод такси из тени, ККМ, патенты, лицензии. Подскажите, как Яндекс взаимодействует с налоговой службой? Это правда. С сентября 2025 года мы стали налоговым агентом водителей и курьеров в том числе. И получается, в рамках вот этого налогового агентства компания перечисляет 2% с дохода водителей и курьеров прямо в бюджет государства. При этом отчитываясь каждый месяц об их доходах. То есть данная мера на самом деле упростила работу водителей и курьеров, просто потому что
им не надо никуда ходить, не надо никуда регистрироваться, то есть в налоговую службу, им не надо сдавать отчеты и уплачивать налоги самостоятельно. В любом случае они бы эти налоги платили. Просто мы здесь помогли совместно с налоговой службой, с которой мы постоянно находимся в диалоге, упростить жизнь водителей и курьеров. Приведет ли полное обеление рынка к резкому скачку цен для пассажиров? Так как данная мера уже активна и работает с сентября 2025 года, с точки зрения ценового законодательства и в целом законодательства Кыргызстана, мы полностью соответствуем и постоянно находимся в диалоге, в том числе с антимонопольной службой Кыргызстана. Подскажите, какие новые тарифы сетки планируются на ближайший год? Это отличный вопрос, потому что, как я говорил ранее, мы создаем приложение, которое помогает решать ежедневные задачи пользователей. Помимо этого, мы работаем над тем, чтобы всегда были доступны различные услуги и возможности прямо в приложении. То есть создаем больше выбора для пользователей. И совсем недавно у нас запустился тариф «Электро». То есть этот тариф предполагает собой автомобиль только на электрических двигателях. Таких автомобилей у нас в тарифе более 2500. Это обычно модели, условно, BYD, Worldmaster и так далее. И таким образом мы даем возможность людям, которые заботятся об экологии, например, уехать на электрическом автомобиле. И это на самом деле для нас очень важно. Забота об экологии. А не рассматривали вы какую-нибудь такую акцию сделать с таким кыргызским акцентом вместо электрических автомобилей, не знаю, доставка на лошади? Это может быть. Это отличное предложение, я думаю, мы точно его рассмотрим. Вот сейчас такая идея родилась. Бытует мнение, что для достойного заработка таксисту нужно работать по 12-14 часов. Что, соответственно, опасно. Как система контролирует усталость водителя? Блокируете ли вы переработку? И как работает страхование жизни и здоровья пассажира и водителей в Кыргызстане? Это на самом деле вопрос, который, наверное, интересует многих. И здесь важно сказать то, что предложение «Правда» ограничивает время работы водителя. То есть в какой-то момент оно отправляет водителя отдыхать. Просто потому что, опять же, безопасность для нас прежде всего. Поэтому с 2023 года мы запустили страхование поездок в Кыргызстане. Вот. Это страхование предполагает то, что каждая поездка в такси в нашем сервисе застрахована. То есть жизнь и здоровье пассажиров и водителей застрахованы. А были ли уже живые кейсы по реальным выплатам после ДТП? Да, конечно, кейсы были. Их, ну, собственно, они обрабатываются с страховой компанией. Вот, и реальные кейсы выплат были. А как обстоят дела с локализацией сервиса и поддержки на кыргызский язык? Есть ли требования к водителям знать оба языка, русский и кыргызский? Вот очень, да, на самом деле актуальный вопрос, просто потому что у меня прямо сейчас с собой приложение, которое всегда у меня переведено на кыргызский язык. Вот можете посмотреть. То есть на самом деле для нас это очень важно, поддерживать кыргызский язык, поэтому, собственно, приложение уже давно переведено на кыргызский язык. Знаю, что недавно запущен рейтинг пассажиров. Подскажите, как он работает? Он доступен и водителям, и пассажирам, вот, и помогает водителям в том числе понимать и как бы выстраивать свою работу таким образом, чтобы видеть, что там, допустим, у пассажира может быть низкий рейтинг из-за каких-то причин. Вот. Это на самом деле как с одной стороны помощь и пользователям, так и с другой стороны помощь в работе водителям. Ну, на практике это, допустим, кто-то из пользователей постоянно опаздывает, как бы вызывает машину, заставляет ждать водителя, потому что время, на самом деле, это же очень важный ресурс в наше время, вот, особенно для водителей. И также, там, допустим, кто-то может хлопнуть сильно дверью, тоже влияет на рейтинг. Ведете ли вы диалог с мэрией по поводу оптимизации тарифа на основе ваших данных? Работает ли компания с городскими властями над вопросом доступа такси
на отдельную полосу наравне с автобусом? Мы всегда находимся в диалоге с городскими властями. Мы всегда готовы выслушать предложения, комментарии властей Бишкека, и в том числе готовы выслушать и проработать вещи, касающиеся там, выделенной полосы. И при этом уже можно сейчас сказать, то, что у нас в разных сервисах, допустим, Яндекс.Карты, Навигатор или Навигатор прямо в приложении Go, уже там, работают пробки, видно пробки, можно посмотреть самый оптимальный маршрут до точки Б, там, допустим, если вы куда-то собираетесь. Вот. Мы выстраиваем работу внутри приложения таким образом, чтобы всем было комфортно. То есть это не значит, что там, постоянно надо вызывать такси. Если вы заметили, в период повышенного спроса, в момент повышенного спроса у нас есть подсказка такая: пользуйтесь транспортом общественным. Это значит, что мы на самом деле стремимся к тому, чтобы каждый пользователь, в том числе нашего приложения, получил комфортную для себя услугу. То есть хочет он добраться пешком, пожалуйста, навигатор подскажет, как лучше это сделать. Хочется на транспорте, пожалуйста, видно прямо в приложении, какой автобус едет до той остановки, куда тебе нужно. И то же самое с такси, с самокатами. Здесь больше вопрос касается того, что во многих городах мира, крупных мегаполисах, как раз-таки полоса идет как привилегия для такси в том числе. Соответственно, это повысит и вовлеченность водителей в работе в такси, и в то же время людям, которые торопятся, и им не совсем удобен общественный транспорт. Они как раз вызвали такси и знают, что они точно быстро доедут, чем сядут на свой автомобиль. Вы все верно говорите, однако в любом случае решение относительно выделенных полос принимает мэрия окончательно, но мы всегда готовы, скажем так, участвовать в диалоге и помочь реализовать эту идею. Спасибо. Известно, что у вас в экосистеме Яндекса работают водители с нарушением слуха. Сколько таких партнеров сейчас в Кыргызстане и какая работа с ними ведется? Да, это правда. У нас наше приложение для водителей адаптировано для водителей, у которых есть сложности со слухом, со слабослышащими, глухонемыми в том числе. И оно работает таким образом, чтобы помочь пассажиру в первую очередь понять то, что водитель общается, допустим, только текстом. Вот. И в машинах также присутствуют, в таких машинах присутствуют карточки, которые помогают общаться там, пассажиру и водителю. А для водителя приложение адаптировано так, чтобы он, допустим, без звука получал уведомление о заказе, и оно основано на там, световых уведомлениях. Вот. Таких водителей порядка 300, больше 300, вот. И они делают там, более 25 тысяч поездок в месяц. Если рассмотреть обратную ситуацию, какие иные сервисы есть для инклюзивных пассажиров как раз-таки? Да, часть инклюзии для нас очень важна. Мы адаптировали приложение Go для, допустим, пассажиров, которым требуется помощь с инвалидным креслом, например, в такси, или для слабовидящих, которым требуется помощь найти машину, чтобы найти машину. Помимо этого, у нас порядка 10 сервисов адаптированы для людей ну, слабовидящих. Скажем так, они могут работать, то есть эти приложения могут работать с функцией экранного доступа. То есть это, допустим, в Кинопоиск есть порядка 100 фильмов с тифлокомментариями. Есть умная камера, которая распознает, в приложении Яндекс есть умная камера, которая распознает текст или объекты. Также Алиса, ну то есть колонка, адаптирована под распознавать речь, допустим, людей с ДЦП, ну и так далее. В общем, у нас очень много сервисов, которые помогают в том числе людям с ограниченными возможностями пользоваться вот такими приложениями, сервисами. Чтобы, допустим, доехать пассажиру там, с собакой, с кошкой, какие-то дополнительные нюансы в этом имеются? Есть различные опции, вот в том числе опция с животным, например. Эта опция на самом деле помогает водителю понять, что будет пассажир с животным домашним, и как-то подготовиться к поездке.
разделение при этой опции какое-то имеется? Все-таки это эконом приедет или можешь вызвать бизнес и На самом собрать? деле, эта опция доступна в любых тарифах. Да. Расскажите о иных социальных программах компании, например, о курсах программирования для школьников. Может быть, посоветуете как-то записаться нашим зрителям, пройти? Да, это очень хороший вопрос, потому что мы всегда стремимся делать образование доступным для всех. Вот у нас, например, школа программирования работает уже 3-й год. Она работает на базе 3 школ в Бишкеке, это 75-я, 62-я, 53-я. И за все это время выпустилось порядка 100 учеников, и уже в 2025 году учится порядка 250. Что классно, то что эта школа помогает программированию, помогает познакомить детей, наших юных кыргызстанцев, с миром IT. То есть помогает понять, что такое мир IT, обучает каким-то базовым знаниям. Просто потому что отбор преподавателей в эту школу очень строгий. Вот. И вся программа основана как раз-таки на реальных кейсах, которые там происходили, допустим, в том же Яндексе. А для водителя какие-нибудь у вас тренинги проходят, тимбилдинги, может быть, там, курсы повышения квалификации? Для водителей в данном случае то есть, смотрите, самое главное, то, что для водителей в первую очередь есть стандарты сервиса, которые доступны на всех наших сайтах для водителей и партнеров. Во-вторых, допустим, если водитель только выходит на линию в первый раз, ему доступно обучение внутри приложения. Помимо этого, при, скажем так, выборе какого-то тарифа, то есть если у водителя подходит автомобиль под тариф комфорт или комфорт плюс или бизнес, он обязан пройти обучение прямо внутри приложения и позже пройти тестирование. Вот. Обучение построено таким образом, чтобы донести до водителя стандарты сервиса, какие-то базовые этические нормы, как разговаривать с клиентом, как, в каком состоянии держать автомобиль и как делать это максимально эффективно. То есть это получается максимально оптимизировано все в цифровом формате. Да, да. И давайте к легким блиц-вопросикам. Как вы пользуетесь такси как тайный покупатель? Я очень активный пользователь не только такси, но и всех остальных сервисов. На самом деле, пользуюсь случаем. Хочу рассказать то, что я пользуюсь такси и всегда пишу комментарии, оставляю какую-то обратную связь относительно той или иной поездки. Вот, допустим, если поездка прошла хорошо, я ставлю 5 баллов. Если мне что-то не понравилось, я пишу, что конкретно не понравилось, и призываю всех пользователей всегда оставлять обратную связь, потому что для нас это важно, потому что каждая обратная связь фиксируется, и мы можем понять, что делать в той или иной ситуации, потому что поддержка в какой-то момент может связаться и с пользователем, и с водителем, чтобы уточнить прояснить какую-то ситуацию. Были какие-то такие случаи, когда вы реально ставили одну звезду? Давайте, наверное, я скажу не одну звезду, но одной звезды точно не было в моем опыте. Но были случаи, когда я писал, что нужно исправить. Вот, допустим, или это обязательно можно обсудить с водителем в какой-то момент. Но лучше всего оставить комментарий в приложении прям. Скажите, а есть ли в планах, как в Армении, запуск летающего такси? Я бы сказал так, у нас, давайте порассуждаем, да, в первую очередь. У нас красивая горная страна, и точно у нас вертолеты бы прижились. Вот. Однако я бы хотел бы рассказать об этом тогда, когда это появится.